Здравствуйте, Асылу ханым. Здравствуйте. Ну, я вас знаю, так, честно сказать, так, ваше имя знаю, да? Пожалуйста, представьтесь, откуда вы приехали. Я приехала с города Аксай, Уральская область. Меня зовут Айслу, мне 51 год. Первый раз я приехала сюда в прошлом году, летом, в июле месяце. 37 лет я первый раз услышала про то, что есть такие святые. Я не понимала, что они у нас святые, оказывается, их много, и по всему Казахстану. На тот момент я думала, что они где-то там, как вот есть, вот, как они в одном месте все собраны, так сказать. Вот так я представляла Туркестан, город Туркестан, и там вот все святые захоронены. У меня было огромное желание посетить эти святые места и как бы что-то для себя понять, принять, более глубокое духовное искание у меня было, желание понять, что-то у меня было, найти Господа. Пути к Господу неисповедимы. Неисповедимы, да. На тот момент я много думал философии, много изучал, искание у меня было. Потом вот это буддизм меня интересовал на тот момент очень сильно. Я думала, что вот буддизм вот это вот такая глубокая философия, которая действительно приведет к Господу. Когда уже пришла к этому, пришла в Атажолу, я даже не знала, что я пришла в Атажолу. Как вы узнали? Я узнала это в городе Уральск. У нас это соседка у нее интересовалась, вот как вот на тот момент мы много ездили ходили по как вот говорят, по бабкам ходить, да, ну, потому что это как тебя сглазили, тебя там это. Постоянно мне говорили архам бар деп қазақша, это как по-русски, если дар есть, но я не понимала этого. Никакого дара я не замечала за собой. И в чем проявляется ваш Божий дар? Святых я рядом реально чувствую, реально я с ними как бы общаюсь, они рядом со мной. Я это уже давно, еще когда только стал на этот путь, я уже тогда начала это ощущать. Потом сны я видела, те сны, которые я видела раньше, до того, как вот я пришла. И потом, когда уже, раньше мои сны были очень тяжелые. Пересматривая видео, то и дело, я много для себя пояснила. Тохпиринага для меня много чего открыл. Вообще на тот момент я пришла в Атажолу, но я не понимала, что я в Атажолу. Давайте будем называть, чтобы людям было понятно русскоязычному. Это путь наших предков. Да. Что оно тебе дает? Путь наших предков. Сестра мне говорит, вот раньше были дедушки, а бабушки были какие старые выглядели, все такое, и когда так, не то, что сейчас, сейчас вот хорошо, молодо выглядит, а я говорю, по мне так наоборот. Бабушка должна быть бабушкой, дедушка должен быть дедушкой, да, это, и как бы соответственно своему возрасту, как бы это, статусу, какой-то должен быть у них какой-то уровень должен быть у человека. Он растет, он все-таки взрослеет, он должен также и как бы, например, папа и отец – это разные вещи. Это как бы очень большие глубокие вещи. Это как правда и ложь. Истина и правда – это разные вещи. Так вот, и для меня вот так вот было. И для меня это было как бы близко. Когда вот я пришла на этот путь, это свобода, это вот это как бы все своей воли. Меня это не устраивало. Это не было близко мне по духу. Хотя многие, как мои на работе, коллеги там, или это, знакомые, они мне многие завидовали, что думали, что я такая удачливая, счастливая, как бы это. А я себя такой не ощущала. Ну вы же раньше так свободно одевались, да, волосы распустили. Все было, да. Вы сама по себе видная девушка. Было. Девушкой была на тот момент, да, все было, да. Это дало отпечаток на мою семью, на моих родных. Они меня такой восприняли. Я своей дочери, у меня одна дочь, я давала ей неправильные уроки, получается, жизни. Поэтому я очень сильно в этом раскаиваюсь. И много набрала и негатива таким образом, получается. Вы сами воспитывали дочку? Я вначале с мужем, да, потом с мужем я как-то, мне все время было. Хотя он был очень неплохой человек, и я до сих пор о нем много, он уже
в мир иной ушел, я о нем много думаю, и много хорошего о нем думаю, но Когда вы его потеряли? 7 лет назад мне не складывалась с ним жизнь. Потому что, оказывается, тогда у меня было искание. Вот, мы говорим, и я пришла сама, как бы, на самом деле нет, оказывается, нас вот ведут. И у меня было очень сильное искание, мне чего-то не хватало, постоянно чего-то не хватало. Вот я говорю, отец и папа. Для меня муж это такой, это отец. Это, папа не должен быть, ну как в семье отец должен быть отцом. Там статус должен быть у него более вот такой глубокий, высокий. Ну, это как Аксакал и Шал, это разные вещи, правда? Вот, не в обиду, никого не хочу обидеть. Вот. Так вот мне не хватало, духовно мне вот чего-то не хватало. Поэтому я в основном воспитывала свою дочь сама. На современный лад? Ну, не скажу на современный лад. Я с ней много общалась, с ней много разговаривала. Очень много старалась с ней быть близка, и как бы постоянно через свои ошибки я ей говорила о своих ошибках, о том, какие... Вашей дочери сколько? Сейчас ей 30 лет. Она живет за границей в Америке, замужем, и она оделась, одела платок, я ее не заставляла. Единственное, о чем я говорила, естественно, я же мать, я делюсь с ней, я делилась. Изначально, что я видел, какие таинства открывались на этом пути. Она платок одела. А вы когда одели? 7 лет назад? Тоже платок. Конечно, это было далеко, это не был платок, это было, не было покрытие, это была косыночка, да, там даже иногда распущенные волосы, и там брюки, никто мне как бы это не говорил. Сказали, вот так закрыться, там. Вот так вот, прикрылись и думали, что мы такие уже одетые. Что тебе дает это одеяние? Я вижу, одеяние мне дает все. Я себя более уверенно чувствую. Защищенный, да? Защищенный. К тому же многие мужчины смотрят на меня вот так, как мне раньше хотелось. Я хотела, чтобы они во мне видели не женщину, а человека, что у меня есть душа. Они в основном видели раньше в тебе женщину привлекательную, да, сейчас видят в первую очередь мать человека. Да. И это мне очень греет душу, потому что реально этого мне не хватало. Сейчас мужчины хотят... Ну вы свободны сейчас? Надеюсь, что ненадолго, что это уже не за горами, что это моя свобода закончится, потому что свобода мне никогда не нужна была. Никогда. Просто я надеялась, что я выйду замуж. Будущий ваш, скажем так, муж, да? Он как на это смотрит? Я не знаю, кто мой будущий муж, потому что еще, вы же знаете, мы сами не можем выбирать. Конечно, у меня есть симпатии. В данное время вы свободны, скажите, вы свободны. Я свободна, да. Чтобы мужчины слышали это. Мужчина должен бы уже соответствовать, потому что я не могу, там со стороны пришел и нравишься, и я так уже никак. Понятное дело. И желания мне такого нет. Я думаю просто, что у вас есть мужчина, который вы хотите создать семью. Желание есть, да. Но Господь сам знает, как для меня лучше. Мы говорим, мухтажлых в чем я нуждаюсь, я не могу знать. Мы должны иметь свои человеческие качества, более высокие качества, я говорю, расти. Раньше вас видели вы просто женщину, партнершу, да. Сейчас вас видит человека, мать. Да. Хотелось бы, конечно, как многие говорят, они познали. Мне еще, например, хотелось бы иметь еще. У меня всего лишь одна дочь. И я бы вообще, пусть даже у меня было бы 10 детей, потому что сейчас это уже совсем другой уровень. Я была бы не против, если бы Господь мне дал такой подарок, в виде потомства, да, я была бы очень счастлива в любом возрасте, потому что в руках Господа находится все. Ладно, мы немного отошли от темы, но я специально говорю, чтобы тоже мужчины слушали. Айсулу ханым, что вы на будущее думаете, как вы долго здесь будете? Вы через очищение проходите, через
очищение через с помощью кнута, да, проходите, да? Да. Что она вам дает и сколько раз вы прошли? Прошла 3 раза. Уже скоро 4-й, думаю. Каждый раз я тороплюсь, хочется быстрее, быстрее, не оттягивать этот момент, хочется быстрее, больше очищаться, потому что реально я вижу результаты других, вижу свои результаты вижу. Что Во-первых, это нам- мне дает здоровье. Что дает? Во-первых, здоровье. Я не скажу, что у меня прям такого не было здоровья. Но все-таки было. У меня по-женски были проблемы. Я 2 раза я чуть в иной мир не ушла, как по-женски мне было это замужествие. Потом уже начинали болеть колени. А я вообще такой человек, что я не люблю болеть, как бы. И не люблю больницы. И болеть не люблю. Самовнушением как бы я здоровалась, и такое. С виду у меня как бы это бетен еще не совсем ну, как с виду у меня все было идеально, но на самом деле не было идеально. Сейчас я могу сказать, что у меня почти идеально. Почти. Здоровье, да? да? Здоровье То очень, есть да. после очищения через кнута, Да, через кнут, да. ваш организм стал намного оздоравливаться, да? Да. Да, вообще изначально я, когда первый раз я только стала на этот путь, и когда мы ездили по святым местам, вот тогда я приехала, у меня были крылья. Вот тогда мне уже было, уже тогда мне пришло здоровье. Но потом оно потихонечку начало уходить. Я не могла понять, почему. Оказывается, мы не были одеты. Ну, сами говорят, косыночка, там футболочка, там все такое, даже брюки были. Все. Я этого не понимала. Потом в какой-то момент... Я извиняюсь, я тороплюсь, быстро говорю, потому Ничего, что нормально. да, и у вас времени Ничего, нормально. Я стала стесняться. Вот, у меня открыто запястье, это запястье открыто, да, открыто, вот, локти были открыты. Я стала закрывать уже локти, потом уже мне даже запястье было стыдно уже как-то. Показывает, да, у вас проснулся совесть. Да. Вы уже совесть по-другому начали понимать. Да, вот ноги у меня, например, я, хоть я и даже капрончики одевала, думала, носочки же сам, но мне как-то уже, даже это меня уже как-то смущало. А потом шея у меня была открыта, я одевала платок постоянно, без платка я вообще уже как пришла, я ни разу не снимала. У меня ниоткуда у меня появлялось, например, я легла спать, никакого ни сквозняка, ничего, на утро просыпаюсь, у меня ангина. Это при том, что я там, я ни холод не пила, ничего, не это-то. И вообще я не склонна болеть, так сказать, да. Вот до того, как я Тухперенова узнала. И на утро у меня ангина, на следующий день у меня гайморит. Гайморит, знаете, какая это страшная болезнь, и без уколов тут уже никак. Я же говорю, я не люблю вообще врачей. Не то, что я не люблю врачей, это не мое. Есть люди, которые любят по больницам ходить, а мне это никогда не нравилось. Понятно. Да, и вот я стала задумываться, один раз гайморит, я пролечусь вроде, вдруг опять, потом я думаю, мне, наверное, Господь дает что-то понять. Что же мне что-то подсказывает, наверное. Я думаю, наверное, мне надо закрыть шею. Одеваю платок, и вот так вот шея стала закрывать. Тут же у меня перестал гайморит появляться, перестала ангина появляться. Потом я была в Алмате, ездила ездила в Алмату, и там вот есть базары, как бы серебро, золото, вот, и я покупала подарки своим сватям, и тогда куплю себе, я хочу себе тоже серебряные блезик, эти браслеты серебряные, женщины раньше одевали, мама мне одевала. И я думаю, куплю себе тоже. Хотелось мне одеть. Я не знала, что это нужно. К тому же я купила себе мясе, ичиги. Длинные ичиги, теплые. Я купила с калошами, я купила тогда, хотя я не знала. И они у меня лежали в шкафу, лежали. Потом, я говорила, я была, когда первый раз я ездила по святым местам, я приехала окрыленная, у меня прям силы было очень много. Потом все это куда-то полгода, год, может, от силы. Потом все это как сдулось, куда-то пропало. Улетучилось. Да, я не могла понять, почему. И потом, к тому же, я стала чувствовать
черный вот это, как вот, если говорить об эзотерике, например, да, я эзотерику изучала тоже, как интересовался, не изучала, я интересовался, философия, эзотерика, психология много. И вот, как бы всякие твари, так сказать, да, они прямо я чувствовала, как они по мне вот ходят. На намаз, вот так, да, вот так вот, любой, я пятикратный намаз, я уже в тот же год начала читать. Тоже не так все просто было, как бы это, ну вот я встану на намаз, все, эти твари по мне лазят. Это ужасно было. Ложусь спать. Просто чувствуете, Я реально это чувствую. Я не знала, что делать. Я уже те, с кем я начинала все это, я видела, что у них уже какие-то проблемы, я им не доверяла. Уже как-то я не потому, что не доверяла, а, как сказать, я не могла к ним обратиться, потому что как бы я не видела, что не знала я даже, как об этом говорить, и что это. Вот, было мне очень сложно. Как только намаз, как только я ложусь спать, такая история. Тут читаешь, и аятул читаешь, и фатиха, и все эти суры, которые знаю, все читаю. Бесполезно. Очень страшно было это. И постоянно просила на намазе, просила. Бросать намаз не хочу. Возвращаться к той жизни вообще не хочу. Она никогда мне не нравилась. К тому же я раньше, еще до того, как я пришла, я всегда говорила: Господи, не дай Бог, что я вот становлюсь старше, но не становлюсь мудрее, я буду такая все время, как девочка. Мне это не хотелось, мне такой жизни. Я хотела в глазах дочери, потом у меня уже зять был, я хотела в глазах зятя быть уважаема, почитаема, в глазах своей дочери, своих близких. Я хотела быть такой. Я постоянно просила Господа: покажи, где мой учитель, пусть он меня, кто-то меня поведет. И вообще я думала, что атажол, на тот момент атажол мы говорили, да, я думала, что это уже атасу, как бы мы заблудились, что вообще это неправильно. Я уже, что это не тот путь правильный, а вот я стала уже имама слушать. И, имамы тоже они правильные вещи говорят? Очень много говорят, да. Очень многие, да. Я вообще много для себя потом просто как бы раскрываешь уже потом. Арвахов. Да, много потом раскрываешь, да. И Тохпирина, вот я с вами вместе, вы Тохпиринага, я думаю, посмотрю, как они людей вводят в заблуждение. И послушала. Один раз послушав, я полностью доверилась Тохпиринага, потому что в Тохпиринага я увидела свой характер. Я вообще думала, что я изначально должна была родиться мужчиной. Я увидела в нем вот это катандах, как говорят, вот так. Всегда думала, если бы я была мужчиной, я бы свою жену вот так держала бы, типа там. Не то, чтобы на ней издевалась. Понятно. Как бы надо себя, во-первых, держать, конечно, чтобы тебя уважали, да. И вот Тохпиринага я прям как бы очень сильно, вот он, тот человек, который мне нужен. Все. И потом я сколько анализировала, пыталась, слушала других вот таких много глубоких вещей, говорят люди. Но чего-то не хватает. Я думаю, что чего не хватает? У людей нет головного убора. До конца человек не может быть уже очищен, он до конца не может раскрыться. Познать не может без головного убора. Потому что в казахша есть такое алвастық, такое плохое, тяжелое слово. Это безголовый, так сказать, да. Если человек не носит головной убор, он уже не защищен, и он уже не может до конца Господа принять, познать вот это. В моем понимании так. Сколько я пыталась, я даже сравнивала то, что дает Тохпиринага вообще, если для человека понимающего, ищущего. И священников слушал, да. И имаму слушала, и просто психологу слушала. Нет. Я думаю, что я при своей жизни, да, не то, что я... головного убора, все равно она не воспринимается, и человек полностью не может познать Бога. Да, не то, что я не воспринимаю, мне не хватает, чего-то не хватает от них. Вот так. Поэтому я очень благодарна Господу, то, что мне... я просила меня, чтобы я... Житейство толық болмайды, да, қазақша айтқанда, да, вот правильно. На русском это как перевести, у него неполный, скажем так, индикатор, да, чувств, да, неполный, она
не полностью реагирует на все вещи. Да? Интуиции, что Да. ли, нет, чего-то, да, вот чего-то не хватает. Вот, пока не могу сказать, может, когда-нибудь я смогу понять это все. Вот так вот я хотела рассказать про то, как когда я пришла к намазу. Наверное, я думаю, что Господь меня сам так привел. Во-первых, когда я вот ездила, это были мужчины в Уральске, 1,5-2 часа езды от Аксая, от того места, где я живу. И вот я к ним пришла, я поверила, я прям постоянно ездила, постоянно по средам на шрах. Шрах это как бы это, как, Очищение огнем. да, очищение огнем, да. Ну, как вот раньше в церкви ставятся свечи, вот так вот примерно, только 21 свеча, потому что у нас жетаталар бар, да, шахта, ну как, с 3 сторон это своя, по отцу, по матери и по мужу. И вот тогда я постоянно ездила, и мне очень было интересно, очень все это, для меня это было открытие, вот, реально, я поверила, очень сильно я верила, и до сих пор верю, естественно. И хотела я прийти к намазу. Когда я пришла к намазу, это как раз айт был. Сегодня, кстати, всех поздравляю, сегодня Ораза айт. Келесі айтқа дейін бәріміз аман болайық да, до следующего айта, чтобы у нас все было благополучно, все было хорошо, и чтобы мир был наш, не только в нашем Казахстане, а чтобы по всему миру был мир. Люди были друг другу добрее, теплее, ближе, особенно родные люди. К намазу. Я, естественно, не знала, я несколько сур я уже выучила, и по листочку читала, этот намаз начала читать. И через неделю, в тот момент я постоянно щелпек, вот это, как у нас есть у казахов щелпек, я постоянно делала щелпек. А вообще, как Оля Реза был требуемый, да? У меня был старший брат, на 10 лет меня старше. Как бы, пока мертвые не будут довольны, пока да. Живые не будут благополучия. У них не будет благополучия, не будут богаты. Естественно, богатство не считается материальным. Перед Господом материальное богатство не считается богатым. Потому что оно сегодня есть, а завтра может не быть. Это инструмент. Да. Это духовное богатство превыше материального. И вот я, когда я стала задумываться, у меня был брат, он умер в 2006 году, к намазу я пришла в 2015 году, да? И думаю, ну, кто за него читает особо там? Год раз мы делаем, даем садаха, да, поминаем его. Там, ну, лишь бы нам накрыть такой богатый стол, чтобы все такие, ой, пришли, ой, как все его хорошо. Да, фиктивно так. Да. А ему нет омовения, никто без платков, собрались, да. Молду позвали, Коран почитали, и думаем, все мы оделали. Да, правильно говорите. Молда тоже такое, не то, что раньше были молда, действительно, да, ну, как бы это ну вот, это не мне судить, да, пусть их судит Господь. Но я стала о нем задуматься, я хотела читать, я думала, Господь, наверное, меня так привел к намазу, думаю. Я думала, что вот намаз почитала, мы вот после намаза потом сидим, храм бахштаем, да, как вот, поминаем всех святых, не только своих, потом уже своих, своих 7 предков, да. И те, которые не только там 7 предков, но и которые там при жизни мы знали, соседи, все такое, вот, они сейчас вот даже приходят во сне, вот соседи, я думаю, что они вот просят тоже, и за них их тоже добавляешь, и каждый раз увеличивается. И вот тогда я стал задумываться о своем брате, я думаю, ну, как Хабл Булат и Болматин, принял Господь или не принял, мы не знаем, да? Ну, в год раз мы помянули его и забыли, мимо могил проезжаем спокойно, даже ни скорость на машине не избавляем, ни это, да? А они-то нуждаются. Это их еда. Они уже не спят, не едят, ничего, это их духовная пища, да, они нуждаются в Коране. И стала думать, если не я, то кто? Я так стала думать. И через неделю, после того, как я вот постоянно, я говорю, 7 лепешек я постоянно пекла, каждую, сама не читала, но то в мечеть пойду, то кто-нибудь придет почитает, но я пекла. И после того, как я вот к намазу пришла, через неделю я такая четверг-пятницу, четверга на пятницу, я думаю, у меня ни дома ни масла, ни муки нету, что делать? Такая, ну ладно, одну неделю не буду печь, ничего страшного, наверное.
тут я собираюсь ложиться спать, и что-то не то. Я понимаю, что что-то будет, что-то произойдет что-то такое. Ну, как, ну, тот момент, ну, часто очищался, там, то плачу во сне, просыпаюсь и думаю, что я плачу. Оказывается, со стороны как бы за собой наблюдаешь, оказывается, я прошу у матери там, или у отца прощения, там, или у брата, там, у сестер. Причем их называешь, например, я не называл Аке, я говорил папа, мама, там, ну, поименно называл, а тут ты говоришь там Акишем Кишери говорили, Анашем Кишери. Со стороны себя прям за собой наблюдаешь, просишь прощения. Вот такое что-то я понимаю, что такое произойдет. И я даже не успела накрыться, это был не сон. Появился мой брат. Вот спальня, прихожая, вот прихожая, он стоит такой вот. В том одеянии, которое я хорошо помню. Он умер в 46 лет, ему где-то лет 35, он такой пришел красивый такой. Его волосы, как он ходил, как вот все Видели идеально. духа своего брата? Да, четко видела своего брата, он такой вниз смотрит, такой, ну, естественно, с мертвыми губами не шевелит. Он такой телепатически разговаривает, и он такой, сестренка, сестренка, сестренка. Так 3 раза сказал, так вниз смотрел, такое лицо у него было такое, как бы с благодарностью, так мне, такой теплотой, и пропал. Понимаете, это, я думаю, что Господь, Он сам-то не может прийти. Господь мне вот такой подарок дал. Дал знать. Да, знак дал, да. что ваши молитвы они да, принимаются. то, что они принимаются, и то, что я на правильном пути. И тут же меня отпустило, у меня так глаза вот так вот западали, хотя это уже я видела, я думаю, что я 3-м глазом видел, наверное. У меня глаза прям вот так вот моргали, вот так вот, да, тело тянуло вот так вот, и вот я его увидела, тут же он потом пропал, вот так 3 раза сказала, сестренка такой, пропал, и я такая соскочила, вот такая, агама, плакать, и вспомнила, что у меня с той недели осталось вот тесто, еще осталось в морозильнике, достала. Пусть маленькие, но на следующее утро я спекла вот эти 7 лепешек, я раздала. И такой... Вот Бог мне действительно реально мне показывал. К тому же первый день, когда я... наступило облегчение какое-то. И да, я еще больше уверенности, веру во все это, да, еще больше мне пришло. И к тому же я первый день, я хотела добавить, когда первый день я поехала вот к этим агалар, которые, как бы, ну, этим мужчинам, которые очищали нас, вот, тот же день я приехала. Они тоже кнутом, да, вообще? Нет, они через Хуран ложились на кушетку, накрывали глаза, накрывали, тело накрывали белой тканью, которая есть. Да, и читали они, начиналось отсюда, вот как с теми, сердце, и пошло. Смотрят они, где надо читать, потом говорят, кто приходит. Говорят, например, пришла... По-другому, да, у них? Да, по-другому было, да, ага. И реально очень сильно помогало. Вот тогда, первый же день, когда я приехала от них, я такая, сами знаете, уже говорили о моей прошлой жизни, да, как мы дома ходили, как попало, я смотрела фильм через ноутбук, и там лежала на диване уже 1:30 ночи, я посмотрела и такая лежу, вот, и тут у меня что-то не то, что-то происходит, руки вот так вот, как бы, вот я лежу, и у меня как будто руки хотят как бы соединиться, такое ощущение, будто что-то не то, это мне кажется или как? В итоге у меня глаза вот так вот, опять-таки, как вот я говорила, у меня вот глаза вот так дергаются, закрылись, ноги тянуло, и руки у меня в итоге собрались вот так вот, как в круг, вот так вот, как вот я держала, как будто белый шар, я увидела, наверное, тоже 3-м глазом. И этот шар потом на меня вот так вот как бы упал, как будто, наверное, свет. Думаю, потом меня отпустило, и думаю, не может быть, что это было? Вообще, это что-то нереальное. Я приехала, рассказываю, мне, ой, хорошо. Что хорошо? Вы мне скажете? Ага, вот, наверное, вот таким образом ты как просветишься. Да. Вообще, я думаю, все это потому, что я всегда хотела быть другой. Я хотела быть выше, чем я. Духовно. Я не хотела быть такой низкой жизнью вести, такую, как бы только одним днем жить. А ваши родители так одевались, мама? Моя мама, благодарение Господу, хотя бы, пусть она шею не закрывает, она, к сожалению, не закрывает шею. Платок носила? Платок она никогда не снимала. Вот это платье у нее всегда было, она всегда одетая была, да. Да. Есть же люди, которые вот родители, мамы не одеваются, ни платок, ни шею, естественно, не закрывается, ни дарета нету. Им тяжелее просто таким людям. Да, они, конечно, меня не поняли, я их понимаю,
Мои родственники вот, спрашивали меня про родственников, они меня очень сильно осуждали, очень сильно мне не верили. Я их понимаю, потому что очень много мы видели случаев, когда люди заблудились. Вообще, я изначально говорила, я в 37 лет услышала про вот это, про святых, и у меня желание появилось, но я боялась заблудиться. И я тогда уже Господа просила меня от заблуждения спаси. Спаси меня, Господь, от заблуждения, чтобы я никогда не заблудилась, чтобы я как бы потерялась где-то так вот. И, наверное, поэтому я, когда уже была готова, в 45 лет, я, получается, что пришла к этому. Хорошо, Айслу ханым, я надеюсь, что мы в будущем еще и раз напишем. тоже Это надеюсь. наши пробные, ознакомительные. Спасибо вам за небольшое такое интервью, так как тоже время поджимает, мне тоже надо ехать по делам. До следующих встреч. И с вашего позволения я напишу ваш телефон на экране. Да, пожалуйста. Ага. Я хотела сказать перед дорогим зрителям, если что-то я не так кого-то, может быть, где-то там ненароком задела, или чтобы пусть не обижается никто. Во-вторых, я без подготовки, как бы, ну, вот так, может быть, кто-то скажет, да, кто-то скажет, что там несет все в кучу, как бы это, да, реально это все спонтанно, и, ну, слышащий услышат, да, видящий увидит, и как слышащий услышат то, что каждый для себя находит что-то. Да, я тоже надеюсь, что в будущем обязательно мы должны говорить, мы много должны говорить, потому что люди должны знать, каждый приходит по-разному. Из 100 человек, если хотя бы один человек что-то услышит, это уже хорошо, да, потому что путь предков – это наш путь, путь вообще всех людей. Ну, казахов, я думаю, вообще особенно, потому что у нас это вся земля наша усыпана святыми. Это значит, они близки были к Господу, значит, они правильно жили. Разве это не счастье? Быть как бы со своей совестью, как бы это жить в гармонии, да. Поэтому всем добра, всем всего хорошего. До свидания. Вам спасибо, Айбулат. До свидания. До Спасибо. свидания.